Кайбер авторлар әле бүген дә раслаганча ул имеш артта калган кыргы якымсыз һәм мехрибансыз дәүләте булган. Асылда ул инде әйткәнчә алга киткән аягында нык басып торган куәтле дәүләт. Zamanına karab tarihte türlü fikirler üstünlüğü ituğuna kuramazdan, Altın Urda tarihçi alimlerini 21. asırda da izlenirge hem uylanırga mecbur etken üzerine göre bir fenomen. Самое главное, вот что я проповедую, так сказать, на чем настаиваю, совершенно не обязательно каждый раз привязывать историю Золотой Орды к русской истории. Это был самостоятельный субъект истории, Золотая Орда занимала совершенно самостоятельное место в цивилизации человечества. Min anda автократия görmüyorum. Anda tige kabileler arasında tige min demokratiya var deyip etmezdim. Ama bu sistemi автократiyada bulmadan biz onu yanıdan öğreniriz. Elde bu benimçe biz onu etik 50 yıl ilk anlamaganbız. Hani etik Spuler bulsun, Yakubovski, Grekov bulsun, başkalar bulsun, onlar elde Altın Ordu'dan anlamıyorlar. Faktların cihalar idi ama ana beya veriyordu, interpretasyonları bir yanlış idi. Hem hatta Yakubovski'nin bu Zolotaya Orda Yopedini kitabında bir küp yanlışlarına girgizdi. Diye bu Akurda, Kükarda meselesi falan onun kitabından başlayıp küp nerse butalıp kaldı. Hem tabii ki o da diye Marksist küzlüğünden karagan için kübrekte kulluk var mı yok mu şun diye emirlerini kübrek tekşirdi. Başka meseleler diyor. Что было бы, если бы Монгольская империя существовала до сегодняшнего дня? Это было самое бы могущественное государство в мире, с огромным населением, которое в 13 веке насчитывало 120 миллионов, да? Сейчас бы это, наверное, было бы несколько миллиардов, учитывая, да, что тогда в состав империи входил Китай. Сейчас достаточно большой, да, с самыми современными технологиями, с мощнейшими, так сказать, вооруженными силами и так далее, и так далее. То есть я не думаю, что это было бы плохо. По крайней мере, конфликтов на территории Евразии было бы точно меньше, а порядка было бы больше. В Золотой Орде был баланс, то есть и мусульманам, и христианам, и буддистам, и несторианам, да, и другим конфессиям предоставлялась возможность исповедовать то, что кто хочет. Поэтому, если и конфликты были, то не на этой почве. Все более и более крепнет убеждение в том, что Золотая Орда – это очень яркое историческое явление, необходимое для познания истории человечества. Вот как Византия через рецепцию античности дала во многом цивилизацию Западной Европе, вот такую же роль во многом играла Золотая Орда для народов Евразии. Пока ее роль в этом недооценена. Пассивность населения, всевластие, бюрократии очень удобно приписывать наследию государства, которое уже не существует несколько столетий. Да, определенная роль Золотой Орды в установлении российского самодержавия имеется, но, поверьте, в истории существовали гораздо более деспотичные государства, которые смогли выйти на демократический путь развития. Я считаю, что здесь дело, в общем-то, в особенностях ментальности, в развитии историческом развитии России постордынского периода. Хотя, конечно, кое в чем Золотая Орда здесь и сыграла свою роль. Но не она виновница того, что у нас сейчас нет полноценной демократии. Altın Ordu Devleti'nin 750 yıllığı, bu Tatar milletinin de, milletimizin de 750 yıllığı. Devletçiliğimizin tarihi başlanığı da, nekmine Tatar Devleti'nin 750 yıllığı. Biz buna 750 yıl boyu geldik. Elbette devletlerimiz yoğaldı, Altın Ordu'da cemirildi. Onun varisleri bulgan Kazan Hanlığı, Sibir Hanlıkları, Kırımlar bilen yaşap aldık, Esirhanlar bilen, onlar da yokka çıktı. Ama tarihi xatir kaldı, millet kaldı. Hem şuşularını halkka anlata turgan galimlerimiz, ziyalılarımız kaldı. Bu büyük zor-bir. Çünkü 500 yıl boyu kıllıkta yaşayan halkның şuşunda yubileyler uzdırırlık hatiri hem mümkünlikleri var iken,
Bu indi milletin de zorluğunu görsətər. Әмма ләкин күңелне тырнап торган әйберләр дә бар. Әйткәнемчә, мондый зур вакыйга ул Алтын Урданың 750 еллыгы алтын сарайларда үткәрелергә тиеш. Безнең моңа мөмкинлегебез бар. Үзегез менә бүген карагыз, авыл клубыннан да кичкенә залда уздырыла, тарих институтыннан. Мин башта ышанмадым, урынны күчермәделәрме дип. Шушында дыңгышлап кертеп тутырдылар 50-60 галимне чит илләрдән килгән. Bu bizim için bizni bizemi. Biz bu konferansiyani uzdura olaydık. Алтын Урданың birinci başkalası bulgan Bulgarda. Biz bunu piramidalarda uzdura alaydık. Biz bunu opera teatrlarında uzdura alaydık. Çünkü bunday mümkünlük var Tataristan. Halkara forumlar uzdura turgan, jıyınlar uzdura turgan Tataristan. Mine ol yaktan bir xatirim kaldı, bu düşürdü. Tatar milletinde Tataristan'ı da. İkinci, bunun türünde Tataristan prezidenti otururga tiyir. Çünkü devlet beyremi uzdurula. Devletimizin negizinin юбилей uzdurula. Анда бит менә без телевидение чакырабыз, әйме? Шул бар бит мәгълүмат. Инде булай караганда безгә кадерлерәк менә үз галимнәрне менә эшли торган, мәкалә яза торган шуларны җыярга, шулар белән сөйләшергә. Алардан күбрәк файда. Теге массовка кызык түгел безгә. Иң зур материал, тарихи документлар ята Ватиканда. Анда алар үзләре дә белми күпме алар. Бездән дә кira алмыйбыз. По-моему, в первую очередь надо изучать источники, потому что без источников невозможно писать настоящую историю. И в этом плане мы уже делали некоторые, особенно Институт Марджани очень много делал, но все-таки не хватит. И надо торопиться все издать и после этого писать историю Великой Степи и государств, посторденских государств. Есть разные хроники и документы очень, например, я буду также говорить об источниках, хранящихся в архивах Будапешта, Австрии, Вены, и в Румынии, эти ярлыки крымских ханов, которые еще не изданы, но скоро будут изданы.